Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы расскажем, как кондуктор автобуса сбежал с рабочего места в первый рабочий день, прихватив с собой всю выручку. Он уже все бухой, уже не соображал. Покажем вынесение приговора Марату Гараеву, обвиняемому в поджоге домов с людьми. Пожалуйста, не наказывайте меня. Я уже все осознал. 1 человек погиб, 4 чудом спаслись. А также, кто был за рулем иномарки, которая врезалась в грейдер. Я сейчас скажу, что я был за рулем, я сяду. Я сяду. Пострадала 23-летняя девушка. Это и не только прямо сейчас. Кондуктор сбежал с рабочего места на одной из остановок, прихватив с собой всю выручку. Водитель автобуса 37-го маршрута, недолго думая, расценил это как кражу и вызвал полицию. Мужчина рассказал, что у сбежавшего коллеги был первый рабочий день. Но при этом кондуктор в середине смены стал налегать на спиртное, а потом после замечания вовсе убежал. Айрат Назипов о необычном преступлении. Это первый такой случай у вас, да? Необычно? Первый, за сколько лет я уже за рулем, я работаю 28 лет. Он думал, что сталкивался на работе уже совсем, с чем только было можно. Но его коллега-кондуктор преподнес ему сюрприз. Мужчина просто сбежал из салона на одну из остановок, прихватив с собой всю выручку. Для 32-летнего кондуктора это был первый рабочий день. Работа нервная, и стресс мужчина запивал алкоголем. Водитель это заметил. То есть вы поняли, что он пьяный и решили? Утром, когда заступали на смену, кондуктор был трезв. В поведении коллеги, рассказывает водитель, стало меняться ближе к вечеру. Он уже все бухой, уже не соображал. Водитель такому поведению нового коллеги был не рад. Сделал ему замечание и хотел разобраться в его поведении, остановившись на улице Декабристов. Но кондуктор решил действовать на опережение. Недолго думая, кондуктор схватил всю выручку и с деньгами выбежал на улицу. Дальше он направился в том направлении. Водитель попытался его догнать, но безуспешно. Выручка составила около 3500 рублей. Понимая, что фактически это кража, водитель автобуса вызвал на место полицейских. Подозреваемого сегодня задержали. Он был у себя дома на высокой горе. В содеянном сознался, только денег, говорит, у него уже нет. Он потратил их в тот же вечер на спиртное, которое сразу и употребил. Сейчас проводятся следственные действия, и вскоре будет решаться вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Айрат Назипов, Константин Буршуев, Вызов 112. Сегодня Верховный суд Татарстана поставил точку в деле поджигателя домов с людьми в Альметьевском районе. Как установили следователи, входные двери при этом он подпирал снаружи. Следователи доказали, что 31-летний Марат Гараев таким образом причастен к гибели в огне одного человека. Он сгорел заживо. Еще 4 удалось чудом спастись. С подробностями из зала суда Елена Саляхова. Не наказывайте так строго. Я просто знаю, что в тюрьме у меня жизни не будет. Произнося последнее слово, он плакал. Говорил, что все осознал. Оступаться, так он назвал содеянное, больше не будет. И молил строго его не наказывать, то есть не лишать свободы. Просил подумать о его матери, которая и так от него натерпелась. Пожалуйста, не наказывайте меня. Я уже все осознал. Я уже серьезно, я уже не то, что неадекватно, я уже... Крышу поедет потом скоро. Следователи доказали, в мае минувшего года в селе Абдрахманово Альметьевского района 31-летний Марат Гараев пытался заживо сжечь 2 своих собутыльников. Во время распития спиртного между приятелями вспыхнула ссора. Товарищи выпроводили Гараева на улицу, сами легли спать. Когда проснулись, дом полыхал открытым пламенем. Гость выскочил через окно, хозяин дома побежал в другую сторону, вероятно, что к двери. Но она была заблокирована снаружи, ее подперли доской. Сильно обгоревшее тело мужчины потом нашли на пепелище, опознали его только после генетической экспертизы. Дознаватели выяснили причину пожара — поджог, а следователи установили причастность к нему Марата Гараева. Потом экспертизу сдали мы. Отец и я. После этого только было известно, что это мой брат. Через 2 недели после этого, как сознался сам подозреваемый, в том же селе он точно таким же способом едва заживо не сжег 3 женщин. Он был уверен, что у них гостила его знакомая, чьего расположения он добивался. Просил ее выйти и не поверил, что девушки там нет. Дверь подпер табуреткой, ее нашел во дворе и бросил на дом горящую тряпку. Женщин спасло то, что дверь они смогли выбить топором. Я не отрицаю, у меня была попытка. То, что я был сотворил, то есть поджог. Но
То, что там люди находились, я в реальности этого вообще не знал. Обида и желание отомстить обернулись для мужчины сразу 2 уголовными статьями. Ему предъявили обвинения в покушении на убийстве и в убийстве. И это несмотря на то, что, по его словам, он смерти никому не желал. Суд признал Марата Гараева виновным и приговорил его к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года. Елена Саляхова, Наиль Абдулин, вызов 112. 1 человек погиб во время пожара в Кукмаре. Деревянное строение было нежилым. Площадь возгорания составила 56 квадратных метров. Во время тушения пожарные обнаружили внутри бездыханное тело мужчины. Личность погибшего сейчас устанавливается. Предположительно, это был человек без определенного места жительства. В Зеленодольске 2 раза за сутки горел один и тот же 5-этажный дом коридорного типа. Первый пожар вспыхнул накануне около 10 часов вечера. На 2-м этаже вспыхнул мусор. Задымление было плотным. Так пожарным пришлось эвакуировать жильцов верхних этажей, в том числе и по приставной лестнице. На улицу вывели 12 человек. 2-й раз огонь в этом доме вспыхнул сегодня в 2 часа дня. Причину пожара выяснят дознаватели пожарного надзора и полиция. На 3-м этаже происходило горение БУ вещей в 2 местах на площади 1 квадратный метр и 4 квадратных метра. При помощи спасательных устройств с вышележащих этажей и 3-го этажа эвакуировано 16 человек, в том числе 5 детей. «Шевроле Спарк» сгорела сегодня днем на стоянке на улице Химическая. Горящий автомобиль увидели сотрудники, расположенные рядом заправки. Они и вызвали пожарных. При этом огонь едва не перекинулся на соседние машины. Нафиса Минязова расскажет, что владелец иномарки, возможно, даже не знает, что машины у него больше нет. Облили пеной, все сделали, куда-то вытащили, все, машину туда, сейчас поставили на место. Хозяин. Горящие на стоянке «Шевроле Спарк» увидели сотрудники, расположенные рядом заправочной станции. Они и вызвали пожарных. Огонь едва не перекинулся на машину, припаркованную рядом с горящим автомобилем. Чтобы потушить иномарку, пожарным пришлось ее отбуксировать на дорогу. Хозяин «Шевроле» за это время так и не появился. А хозяина машины видели? Еще не нашли. Еще не нашли, да? А во сколько это примерно все произошло? Час где-то прошел. Как рассказали сотрудники заправки, эту машину здесь на парковке они видели не раз. Предположили, что автомобиль принадлежит сотруднику, расположенного рядом завода. Вероятно, сегодня владелец снова оставил свой «Шевроле Спарк» на стоянке и ушел на работу. Причина пока неизвестна. У автомобиля выгорел моторный отсек, к тому же машина пострадала и от воды. Возможно, что восстанавливать «Шевроле» будет уже нецелесообразно. Нафиса Минязова, Елена Саляхова, Наиль Абдулин, вызов 112. А на улице Декабристов БМВ врезался в грейдер, который убирал снег с проезжей части. В аварии пострадала 23-летняя девушка. Водитель иномарки с места происшествия сбежал. По крайней мере, в этом всех пытался убедить владелец автомобиля, который, к слову, находился в нетрезвом состоянии. Вероника Гайнудинова разбиралась в ситуации. Водила же нет. А где он? Ищет водила, не знаю. Водитель грейдера убирал с дороги снег, когда под спецтехнику залетела БМВ. Пострадала 23-летняя пассажирка. Именно в ее сторону пришелся удар. Медики увезли девушку в больницу, где у нее диагностировали ушиб грудной клетки. А прибывшие на место сотрудники ГИБДД не могли сразу установить, кто же управлял машиной. Я же на заднем сиденье сидел. А, вы. Я, конечно. Я был здесь, я присутствовал. То есть вы все видели? Я все видел. А водитель куда убежал? Я не знаю. В салоне машины находились несколько человек. Кто управлял автомобилем, не понял даже водитель грейдера. При этом владелец БМВ, сидевший в салоне и имевший признаки алкогольного опьянения, уверял, что машиной управлял его знакомый, который после столкновения якобы растерялся и убежал. Он вот так вот сюда боком, входил вот в этот поворот и вписался вот в эту всю ситуацию. Но он то, что был не за рулем, то, что не его машина, он решил уйти. Владелец уверял, что не управлял машиной, а водитель же был трезв, поэтому он сам ни в чем не виноват. Я сейчас скажу, что я был за рулем, я сяду. Что ты взял? Я знаю, потому что это всю ситуацию. Знаешь, пьяный за руль садишься, скажи. Сколько раз должно быть? Не я был за рулем, Не ты за рулем был, да, значит? Теперь автоинспекторам предстоит установить, кто же действительно управлял автомобилем. Вероника Гайнудинова, Айрат Натипов, Константин Бушуев. Вызов 112.
Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.